Уважаемые участники конференции, дорогие коллеги, я рад всех вас приветствовать. Меня зовут Асылбек, фамилия Рахманов, представляю Национальную академию наук Кыргызской Республики. И хотелось бы поделиться с вами своим видением относительно применения конституционных механизмов совершенствования деятельности высших органов государственной власти. На сегодняшний день Кыргызская Республика стоит на пороге 30-летия со дня принятия первой Конституции независимой страны. 30 лет хоть и небольшой срок для государственного строительства и становления национально-правовой системы, но считаю достаточным для того, чтобы сделать промежуточный анализ, выявить имеющиеся недостатки и сделать соответствующие выводы. За всю историю правового развития Кыргызстана в нашу Конституцию, которая была принята 5 мая 1993 года, были трижды внесены существенные поправки, 4 раза она была изложена в новой редакции, а в 2010 году вовсе была принята новая Конституция Кыргызской Республики. Следует отметить, что практически все обозначенные конституционные реформы в основном касались передела полномочий и сфер влияния между высшими органами власти, увеличением либо сокращением сроков полномочий тех или иных выборных органов либо должностных лиц. Впрочем, такое положение дел характерно не только для нашей страны, но и для всех стран постсоветского пространства. Очередным этапом конституционных реформ в нашей стране стал 2021 год. На референдуме от 11 апреля была принята новая Конституция Кыргызской Республики, которая очертила новые контуры власти. Наша страна перешла от парламентско-президентской формы управления к президентской. Отныне глава государства у нас является высшим должностным лицом, возглавляет исполнительную власть и самостоятельно определяет структуру и состав правительства. Данное положение дел закреплено в статьях 66, 70 и 89 Конституции страны. Однако даже принятие новой Конституции не смогла решить имеющиеся проблемы в правовой регламентации порядка организации деятельности высших органов государственной власти. Предлагаю остановиться на некоторых из таких проблем. Как уже было отмечено выше, в Кыргызской Республике исполнительную власть осуществляет президент страны, который определяет структуру и состав Кабинета министров. Кабинет министров у нас является высшим коллегиальным органом исполнительной власти, подчиненным и подотчетным президенту. В то же время в статье 90 Конституции предусмотрена должность председателя Кабинета министров, который одновременно является еще и руководителем администрации президента. Такая вот интересная конституционная практика. В соответствии с Конституционным законом Кыргызской Республики о Кабинете министров, председатель Кабмина является должностным лицом исполнительной власти, осуществляющим руководство Кабинета министров, определяющим направление его деятельности, организующим его работу. Кроме того, председатель Кабмина обладает широким кругом властных полномочий, которые у нас прописаны в части 2 статьи 18 обозначенного Конституционного закона. На мой взгляд, наличие должности председателя Кабмина создает предпосылки для параллелизма и дублирования функций высшего должностного лица страны, президента Кыргызской Республики, а также противоречит нормам части 5 статьи 89 Конституции, где предусмотрена персональная ответственность президента за результаты деятельности Кабинета министров и исполнительной власти. В этой связи, в целях устранения противоречий вышеотмеченных конституционных норм, считаю целесообразным ликвидацию должности председателя Кабинета министров и передача всей ответственности непосредственно главе государства, президенту Кыргызской Республики. Еще одним крайне интересным с научной и практической точки зрения вопросом для изучения является правовое регулирование деятельности администрации президента Кыргызской Республики. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 70 нашей Конституции президент формирует свою администрацию. Так, во исполнении данной конституционной нормы и в целях эффективного обеспечения деятельности президента и Кабмина указом президента страны от 7 мая 2021 года под номером 134 на базе ранее действующих аппарата президента и аппарата правительства была создана единая администрация президента Кыргызской Республики. Администрация президента является государственным органом, непосредственно подчиненным президенту, обеспечивающим деятельность президента и Кабинета министров по реализации их полномочий, установленных Конституцией. Хотя юридически администрация президента является у нас вспомогательным органом главы государства и должна всесторонне обеспечивать его деятельность, фактически она служит центром генерирования и принятия наиболее важных государственных решений. И именно в президентской администрации определяются основные направления деятельности исполнительной власти. В то же время в стране нет отдельного закона, который регулировал бы деятельность данного органа. Таким образом, администрация главы государства в действии в рамках президентского указа, то есть на уровне подзаконного нормативно-правового акта,
остается за рамками законодательного регулирования. Получается, что по закону у нас вся полнота властных полномочий принадлежит как бы кабинету министров, но на деле их реализация остается за президентской администрацией. Отсюда вытекает проблема приведения фактического положения дел в соответствии с юридически закрепленными положениями. Правовые механизмы преодоления обозначенной проблемы, благо, заложены в самом тексте нашей Конституции. Так, в соответствии со статьей 110 Конституции, организация и порядок деятельности государственных органов, указанных в 3 разделе, а также гарантии их независимости определяются конституционными законами. 3 раздел основного закона страны регулирует деятельность президента, законодательной, исполнительной и судебной власти, а также органов государственной власти со специальным статусом. Это у нас прокуратура, Национальный банк, Центральная избирательная комиссия, Счетная палата и Институт омбудсмена. Таким образом, во исполнении требований, отмеченной конституционной нормы, считают целесообразным принять отдельный конституционный закон Кыргызской Республики о гарантиях деятельности президента и администрации президента Кыргызской Республики. При этом необходимо отметить, что регулирование деятельности администрации главы государства на уровне конституционного закона никоим образом не возвышает место и роль данного органа в системе разделения властей, а лишь возвращает его в правовое поле. В части исполнения положений статьи 110 Конституции законодательной ветви властью ситуация у нас аналогичная с президентской властью. Различие можно заметить лишь в том, что если в деятельности президента и его администрации четко наблюдается недостаток законодательного регулирования, то в деятельности высшего представительного органа у нас есть явный излишек. Так, на сегодняшний день порядок организации деятельности кыргызского парламента у нас регулируется 5 законодательными актами. Наличие столь большого количества законодательных актов в регулировании работы данного одного органа, несомненно, создает определенные неудобства и несогласованность. К примеру, у нас до сих пор не принят основной рабочий документ парламента – регламент Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, который отвечал бы требованиям и нормам новой конституции страны. Данную проблему также можно было бы решить принятием отдельного конституционного закона о парламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. При этом регламент парламента как внутренний рабочий документ данного органа целесообразно было бы спустить на подзаконный уровень и принять постановлением парламента. На мой взгляд, данный шаг позволит обеспечить оперативность работе Жогорку Кенеша. С учетом того, что основной формой совместной деятельности отечественных парламентариев у нас являются парламентские фракции, составляющая глава Конституционного закона о парламенте должна быть посвящена детальной правовой регламентации порядка организации деятельности фракций политических партий, которые представлены в парламенте. Данная мера поспособствует повышению качества непосредственно самого парламента. Предложенные конституционные механизмы совершенствования деятельности высших органов государственной власти, безусловно, не решат все имеющиеся проблемы в данной сфере, однако они способны качественно улучшить их работу и послужат отправной точкой для дальнейшего совершенствования. Кроме того, механизм принятия отдельных конституционных законов, я считаю, актуален не только для нашей страны, но и практически для всех стран постсоветского пространства. К примеру, на примере Российской Федерации о необходимости принятия отдельных федеральных конституционных законов очень детально и интересно пишет один из отцов Конституции современной России, профессор Сергей Михайлович Шахрай. Поэтому, уважаемые коллеги, думаю, нашим странам нужно задуматься о использовании таких механизмов конституционного развития, как конституционные законы. У меня на этом все. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, то готов на них ответить.